Доступ к науке в лаборатории ЧГУ есть у всех, был бы интерес. О его наличии у студентов говорит ежедневная работа по изучению химических препаратов на генотоксичность. И это далеко не все. Центр коллективного пользования способен выполнить исследования любой сложности. Для многих студентов это своеобразная школа в большое научное будущее. Никаких проблем или видимых затруднений, я думаю, не будет для того, чтобы Чеченский государственный университет обеспечил квалифицированными кадрами любое предприятие инновационное, которое будет построено на территории Чеченской Республики. Однако будущее не за горами. Уже с этого дня в Грозном начнется возведение крупнейшего на Северном Кавказе биофармацевтического кластера «Магнус Грозный». На торжественную церемонию прибыл глава Чечни, представители научной сферы и гости из Германии. Инвестиционный проект на сумму более 17 миллиардов рублей – большой шаг в развитии республики, отмечает мэр Грозного. В городе Грозном, благодаря вашей поддержке, Рамзан Ахматович, эффективному курсу и доверию со стороны инвесторов к вам лично, сегодня на территории города Грозного реализуется около 43 проектов на сумму более чем 170 миллиардов рублей. И сегодняшний проект является такого рода первым кластером на юге России. В своем выступлении глава республики отмечает, что проект послужит хорошей возможностью для развития региональной экономики. Это станет еще одним рывком для эффективного импортозамещения и лекарственной безопасности страны. Сегодня мы даем старт строительству биофармацевтического кластера. Это масштабный инвестиционный проект. Не имеет аналогов на юге России. Он позволит внести огромный вклад в программу импортозамещения. Курс нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, направлен на динамичное развитие экономики. Республика является привлекательной для отечественных и зарубежных инвесторов. На стадии реализации около 40 инвестиционных проектов на сумму 200 миллиардов рублей. Данный кластер состоит из десятка предприятий по производству лекарственных препаратов. Он обеспечит создание около 1000 новых рабочих мест. Я желаю всем, кто принимает участие в реализации этого проекта, успехов и удачи. Я Бет Кивель, кирпичный завод, биофармкластер Дона, Хиллер Дона, Вейн, Доху, Дона. Далее глава республики вместе с гендиректором компании «Белфарма» Сергеем Гончаровым и гостями оставили послание будущим поколениям. Наших предприятий, участие фонда в том, что мы делаем вместе с чеченским народом. Спасибо большое. Почетное право заложить капсулу предоставили градоначальнику. На территории кластера площадью 42 гектара будут располагаться научные, медицинские и бизнес-центры, а также завод по производству нестерильных и стерильных лекарств. На первом этапе здесь будут выпускать 480 миллионов таблеток и 250 миллионов жизненно необходимых капсул в год. Перед тем, как попасть в аптеки, они будут проходить экспертизу. Испытания препарата требуют и хроническая токсичность, и мутагенность, и канцерогенность, и эмбриотоксичность. Предполагается, что здесь будут выпускаться наиболее социально значимые для региона направления. Это препараты онкологической группы, сердечно-сосудистой группы и влияющие на центральную нервную систему. Впрочем, лечить грозненский кластер будет не только людей. На предприятиях будет налажено производство медицинских, диагностических и ветеринарных препаратов. Лекарства чеченского производства поступят на прилавки ветаптек на всем юге страны. Вся продукция будет выпускаться на самом современном оборудовании. О его поставках уже есть договоренность с немецкими компаниями. В кластере будут диагностический центр, поликлиника и ПЭТ-центр. Здесь могут быть проведены все обследования, плюс онкологические. Например, мы сможем на ранних стадиях узнавать, когда расходятся метастазы. А наша компания будет заниматься оснащением современным оборудованием. Открытие позитронной эмиссионной томографии автоматически выводит Чечню в один из самых развитых субъектов, где оказывается высококвалифицированная помощь пациентам. Производство препаратов повысит эффективность лечения, говорят врачи. Есть много препаратов, в отношении которых мы очень сильно зависим от западных стран. И создание такого кластера не то что в России, а еще и у нас в республике, конечно,
позволит значительно облегчить обеспечение лекарственными препаратами населения. Строительство рассчитано на 3-4 года. Открытие Магнус Грозный даст региону 1000 рабочих мест. А все нуждающиеся смогут покупать лекарства, не задумываясь об их качестве и подлинности. Сайхан Сенсаев, Муслим Типаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.